кратчайшие сроки подготовить продукты, которые придут на смену ушедшим из страны компаниям – одна из важнейших задач для российских инженеров и программистов. И во многих сферах они с этой задачей успешно справляются. В каких именно, расскажет мой коллега Александр Хавренко. Уже больше 2 лет против России действует огромное количество санкций. Многие крупные компании ушли из страны, перестали поставлять оборудование и комплектующие для важных сфер жизни. Российским разработчикам пришлось нарастить мощности по работе над импортозамещением и за 2 года достичь на этом поприще больших результатов. Хотим показать в том, что есть продукты, которые действительно работают. Они могут синхронизироваться и работать совместно. Да? Такие компании, как компания Astra Linux, это операционные системы, продукция виртуализации, резервного копирования, масса продуктов. Компания Мой Офис – это аналог Microsoft Office, чтобы люди знали о том, что те продукты, от которых им придется отказаться в офисе, они есть у нас в России. Уже сейчас крупные компании отключают Россию от своих продуктов, но отечественные разработчики идут на шаг впереди и готовы предоставить пользователям свои системы. Причем сделать это так, чтобы переход был комфортным и не требовал дополнительных знаний и умений. Чтобы человек мог обучиться, скажем так, узкопрофильно, потому что все наши продукты, в принципе, они завязаны на администрирование нашей операционной системы, и чтобы он, соответственно, мог за кратчайшие сроки пройти необходимое обучение и, скажем так, чувствовать себя довольно комфортно в администрировании операционки, виртуализации, управления доменом, ну и прочих решений из нашей линейки продуктов. Мы стараемся, соответственно, предоставить заказчикам вот те самые условия комфортные, когда они могли создать свою единую инфраструктуру на базе одного производителя, ну и, соответственно, в рамках единого окна технической поддержки. Еще одним важным направлением в России является беспилотная авиация. БПЛА различных модификаций и предназначений используется во многих сферах жизни и отраслях экономики. И тут также отечественные разработчики вносят свой вклад в развитие беспилотников. И не только в России. Некоторые компании уже готовы и к экспорту своих разработок. Импортозамещаем мы уже готовые решения, которые приходят к нам извне по части беспилотников. Мы готовим собственные аппараты как самолетного, так и коптерного типа. И работаем с школьниками, студентами, для того, чтобы они прогружались в инженерию, в программирование и изучали все более новые интересные технологии и, главное, основанные на отечественных инженерных решениях. Благодаря работе отечественных программистов и инженеров Россию не ждет технологический откат. И никогда не случится такого, что в российских квартирах и офисах вдруг перестанут работать компьютеры и прочая техника. Александр Хавренко, Григорий Охлопков, Якутск.